В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Юрий Осипов. Здравствуйте. С 24 по 30 апреля по всей стране пройдет единая неделя иммунизации. В преддверии такого события в Якутске прошла региональная конференция «Актуальные вопросы вакцинопрофилактики». Основной целью проведения недели является обсуждение вопросов в сфере медицинской науки и клинической практики по вопросам иммунопрофилактики. О важности вакцинации в современном мире мы сегодня и поговорим. Гости у нас в студии Сусанна Харит, главный внештатный специалист Комитета здравоохранения города Санкт-Петербург по иммунопрофилактике детей, профессор, доктор медицинских наук. Сусанна Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и прежде всего, почему же важна вакцинация в современном мире и почему не следует ею пренебрегать? Я думаю, что с момента появления вакцинации она действительно доказала, что она важна. Если мы с вами вспомним историю, то в начале XIX века и до этого времени примерно 40% детей, рождавшихся, погибало от инфекций. И это были такие инфекции, как корь, дифтерия, я уже не говорю об оспе. И с того момента, как была предложена система профилактики, это действительно позволило и предупредить смертность, а благодаря этому увеличить продолжительность жизни людей. И те инфекции, которые вызывали и смерть, и инвалидизацию, да, это и дифтерия, коклюш, и корь, и масса других, о которых мы сегодня уже знаем и можем предупредить, действительно путем вакцинации предупреждаются. И дети наши остаются здоровыми, не погибают. Что можно сказать о вирусе папилломы человека и что это за инфекция? Оценивая, какие же инфекции мы можем с вами профилактировать, да, кроме тех традиционных, к которым все наши родители привыкли, да, и мы, в общем-то, были привиты, и вы, и я, несмотря на разницу в возрасте, в свое время были вакцинированы. В последние годы стало понятно, что инфекция – это не только кашель, насморк, температура, менингит или что-то еще, но это еще и причина целого ряда хронических заболеваний, онкологии в том числе. Причем надо сказать, что впервые о связи инфекции и онкологии у нас в стране заговорил очень известный вирусолог Зильбер, это было еще до Великой Отечественной войны. И потом он предложил вот эту теорию вирусного происхождения рака. А вот в конце 20 века, в начале 21-го это было очень хорошо доказано. И в частности было выяснено, что целый ряд злокачественных заболеваний вызывается вирусом. Этот вирус называется вирус папилломы. Вирус папилломы человека. Потому что этот вирус папилломы, это целое семейство, может вызывать онкологию у животных. И поэтому вот говорят, что именно вирус папилломы человека. Оказалось, что он практически на 100% связан с развитием рака шейки матки у женщин, на практически 80-90% с раком аногенитальной области у мужчин и с раком головы и шеи, то есть тех регионов, которые тут находятся, гортани и так далее. Когда стало это понятно, то сразу стал вопрос о том, а нельзя ли это предупредить, нельзя ли сделать вакцину, благодаря которой человек при встрече с этой инфекцией не будет заболевать, соответственно, не будет у него развиваться и злокачественные заболевания. Надо сразу сказать, что кроме злокачественных заболеваний, этот вирус вызывает и опухоли как бы доброкачественные. Это тоже опухоли в виде папиллом, аногенитальной области и гортани. Вот есть такое тяжелое очень заболевание, рецидивирующий респираторный папилломатоз, когда вот эти папилломы, такие маленькие мелкие остроконечные опухоли, нарастают в гортани, и это приводит к удушью просто. И дети, у которых это возникает, а заражаются они в процессе родов зачастую от мамы инфицированы, они подвержены, к возрасту 18 лет, иногда по 16-20 операций получают, когда счищают эти папилломы. И оказалось, что все это можно предупредить благодаря иммунизации. Была сделана вакцина, причем вакцина, отличающаяся от того, что мы традиционно, казалось бы, используем. Это и не убитый вирус, и не живой вирус, а это взята частичка гена, который ответственен за синтез одного маленького кусочка этого вируса. Его вживляют в пищевые дрожжи, те, которые мы каждый день с вами в хлебе едим. И эти дрожжи начинают синтезировать нечто похожее на этот кусочек вируса. Его очищают и используют в качестве вакцины. То есть это абсолютно безопасный вариант. Хлеб-то каждый день едим. И оказалось, что если прививать людей такой вакциной, то действительно практически гарантировано отсутствие и инфицирования, соответственно, развитие вот этих и доброкачественных, и злокачественных опухолей. И вот начиная с 2006 года в большинстве стран мира, там, где достаточно хорошая экономика, и где, в общем, активно
проводится профилактика инфекций, включена эта вакцинация в календарь прививок. Но вы знаете, что есть еще у нас Всемирная организация здравоохранения, да, и она тоже празднует, в общем-то, 75-летие, по-моему, уже с момента организации своей. Она рекомендует такой календарь прививок как бы для всех стран. Вы можете придерживаться, можете не придерживаться, но рекомендуется, чтобы вот во всех странах мира люди могли получить одинаковую помощь, в том числе одинаковую профилактическую помощь. И вот с 2010 года ВОЗ считает, что любая страна, какая бы экономика у нее ни была, должна людей своих защищать от этих инфекций, вот от вируса папиллома человека, соответственно, от онкологических заболеваний. И в разгар пандемии коронавируса, когда мы все думаем только о нем, да, была принята вот такая стратегия международная ликвидации рака шейки матки к 2030 году. Ну а как механизм, один из механизмов – это вакцинация подростков. Сначала речь шла только о девочках, теперь, конечно, говорится и о мальчиках, потому что и мальчики могут заразиться и онкологическими заболеваниями, да, заболеть, а кроме того, мальчики – это источник инфекции для девочки. И вот это проблема ВПЧ. Ну вот вы вначале сказали, что дети зачастую заражаются во время рождения. То есть от матери. Это один из вариантов. Да, один из вариантов. И помогает ли вакцинация уже заболевшему человеку? Смотрите, основная задача – это чтобы у нас было здоровое взрослое поколение, да, чтобы молодежь, которая вступает в репродуктивный возраст, да, и собирается иметь детей, чтобы она уже была здорова. Поэтому, естественно, акцент при вакцинации делается в первую очередь на подростков. Значит, подростки с 9 лет допускается уже проведение этой вакцинации. В большинстве регионов нашей страны, к сожалению, эта вакцинация у нас в стране в нацкалендарь не входит. Вот мы, говоря с вами о прививках, должны четко понимать, что у нас есть национальный календарь прививок, и его нам обеспечивает государство бесплатно для всех. Есть календарь прививок по эпидпоказаниям. Это делается за счет средств региона. А вот ВПЧ, к сожалению, не вошло ни туда, ни туда. Профилактика. Поэтому это программа региона. Вот регион, который как бы заботится о своем будущем, да, о своих будущих родителей, он принимает программу вакцинации. И вакцинировать мы можем с 9 лет и дальше. В принципе, обычно регионы прививают детей 11-12 лет, то есть перед тем, как они вступают во взрослую жизнь. Это формирует длительную защиту. И тогда такой человек, такая мама, она не инфицируется, не будет заражать своего ребенка. Соответственно, и у нее не будет заболеваний. Что касается вакцинации уже, если человек инфицирован, а инфицируется в основном, основной источник инфекции, это, конечно, так же, как у всех заболеваний, передающихся половым путем, как у вирусного гепатита Б, там, как у других, это путь, который формируется уже в более старшем возрасте, не у младенцев, как мы с вами понимаем. То сейчас появились работы о том, что даже если человек инфицирован, или даже если он получил лечение первоначально по поводу этого заболевания, да, предракового заболевания, то даже у таких людей вакцинация дает хороший результат, предупреждая рецидивы. Но мы с вами все-таки должны быть нацелены на профилактику, да? Не на то, чтобы попытаться с помощью вакцины уже вылечить то, что есть. Мы говорим, если инфицирован, безопасно, прививайся, это хорошо для тебя. Но наша задача, как медиков, занимающихся профилактикой инфекций, это все-таки, чтобы родители приводили своих детей на вакцинацию раньше, до того, как у них возникает риск инфекции. Соответственно, это 10, 11, 12 лет. Многих волнует вопрос безопасности вакцин. Какие побочные эффекты можно ожидать после вакцинации? Ну, вообще у нас разве есть что-нибудь безопасное в мире? С вашей точки зрения? Думаю, что нет. Конечно, нет. Даже есть, знаете, ситуации, когда грудное молоко оказывается вредным для ребенка. Вот есть такое врожденное заболевание, фенилкетонурия. Если ребенка кормить молоком, то у него развивается умственная недостаточность. Поэтому сказать, что вакцина абсолютно безопасна, это значит обмануть людей. Нет, вакцины могут вызывать реакции. Это активное иммунобиологическое вещество, оно влияет на нашу иммунную систему. И, конечно, наша иммунная система вправе на это отвечать, когда мы вводим вакцину. Наша иммунная система обладает стандартным ответом. То есть, когда она получает что-то чужеродное, будь то вакцина или инфекция,
вырабатываются определенные вещества, которые вызывают и подъем температуры, и недомогание. Это может быть. Но это такой обычный вариант ответа на вакцинацию. Примерно процентов 10-15 людей могут давать и местную реакцию болевую, и отек вместе введения прививки, и лихорадку, и вот такое неприятие, не очень хорошее самочувствие. При неживых вакцинах, а ВПЧ, если мы о ней говорим, это не живая вакцина, это обычно бывает первые 2-3 дня, а потом проходит бесследно. И бывают, конечно, осложнения, то, что называется, да, на вакцинации, очень редкие осложнения. И, как правило, мы тоже все хорошо их представляем. Чаще всего это тяжелые аллергические реакции у ребенка аллергика. Да, там, ну, предположим, человек вообще не может переносить хлеб, никогда в жизни его не ел, или как только он его съел, он сразу покрывается сыпью. Да, мы можем предполагать, что у такого ребенка возможна такая же реакция на вакцинацию. Ну, есть люди, которые, скажем, на высокую температуру, дети в первую очередь, дают судороги. Но здесь мы проводим подросткам прививки, у них уже, конечно, мы этого вряд ли будем ожидать. У маленьких детей такое тоже возможно. Врачи, как правило, это знают и знают, у кого это может быть и как это предупредить. Кому дать жаропонижающие, кому дать противоаллергические препараты, с тем, чтобы снизить этот риск. Так что, конечно, я не собираюсь вам говорить, что это абсолютно безопасно, но это очень высоко безопасно. Гораздо безопаснее, чем прием антибиотиков, которые у нас направо и налево люди используют зачастую без советов врача. Подскажите о планах на будущее. Вы упомянули национальный календарь прививок. Вот какие вакцины планируется туда ввести в будущем? Вот наша страна, она имеет стратегию развития вакцинопрофилактики. Она была принята тоже еще во времена, так сказать, ковида, до 2035 года. И там планируется постепенное расширение календаря, внедрение вакцинации против менингококковой инфекции. Это крайне тяжелая инфекция, менингит гнойный. Я думаю, родители многие это слово знают и боятся. Вакцинация против ветреной оспы. Ну, ветрянкой болел, наверное, каждый в детстве и знает, что это такое. И кажется, вроде бы легкая инфекция, на самом деле она может вызывать энцефалиты, да, то есть поражение мозга. Это внедрение вакцины против ротавирусной инфекции, а это самая частая кишечная инфекция. И я думаю, что те, кто ездили отдыхать, там уезжают в отпуск на юг, к морям, для них одна из проблем – ротавирусная инфекция. Вдруг температура, рвота, понос у ребенка, естественно, отравляет этот отдых. Значит, эту инфекцию, конечно, вакцинацию против вируса папилломы человека и возрастные ревакцинации против коклюшной инфекции. Дело все в том, что очень долгое время медицина считала, что если человек переболел коклюшной инфекцией, то это уже на всю жизнь защита. Оказалось, что нет. И вакцина тоже на всю жизнь защиту не дает. Поэтому через какое-то время мы теряем иммунитет, защиту эту и начинаем болеть. Болеть легко, покашливаем и так далее. И заражаем маленьких детей до года. А вот они болеют очень тяжело. Поэтому, чтобы этого не было, нужны возрастные ревакцинации против коклюша, там, подростков, молодых взрослых и, опять же, будущих мам и пап. Что ж, Сусанна Михайловна, спасибо вам, что нашли время и ответили на наши вопросы. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.